Всем доброго дня, всем здравствуйте. Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона, а значит это дайджест за неделю мировых, конечно же, новостей, новостей Ironman, но и в первую очередь наших внутренних новостей, нашей внутренней кухни. Погнали! В первую очередь начинаем, конечно же, с первого чемпионата Республики Казахстан, который прошел в Алматинской области на прекрасном берегу Алаколя. Красивейшее место, прекрасное. Э, Природа, в общем, дух захватывает для того, чтобы просто посетить, да, это место не в качестве, может быть, атлета с age-группы, да, или профессионала, но в качестве того, чтобы просто заглянуть в этот уголок нашей страны. Но давайте обо всем по порядку. Первый день проходил под знаком элиты, да, проходил под знаком профессионалов. Дистанции было две, возрастных категорий было еще больше, ну и более 40 человек вышло на старт. Начнем по порядку. Программа соревновательного дня открывала дистанция спринта. В этой возрастной категории, собственно говоря, участвовали представители категории элит и Ю-19, а вот уже в дальнейшем вторая половина дня была отдана представителям Ю-19, точнее Ю-23 и дистанции суперспринт. Но давайте по порядку. Элита стартовала первая. Состав был немногочисленный, но тем не менее это не помешало посмотреть на интересную борьбу. Кирилл Рожков и Ануар Турубаев захватили лидерство после плавательного этапа. Дарын Куназбаев был третьим, но затем представитель Актюбинской области шаг за шагом постепенно, отлично отработав сначала в первой транзитке и здорово проведя велоэтап, отыграв свое отставание от лидеров, и затем еще сумел даже минуту им привести ко второй транзитной зоне, показав отличное время. Ну, а на беге, наверное, уже заканчивал эту гонку, понимая, что соперник вряд ли его догонит, вряд ли отыграет за столь короткое время вот те минутные преимущества, поэтому, наверное, больше его бег на финише напоминал тренировочный формат. И как сам Дарын Каназбаев отметил, он прекрасно понимал, что ему выступать еще и в воскресенье, поэтому нужно было и о втором соревновательном дне немножко подумать и успокоить себя, где-то немножко притормозить. Дарын Каназбаев, Ануар Турубаев, Кирилл Рожков, вот именно в таком порядке они финишировали на дистанции спринт в категории элит. Что касается Ю-19, то тут нужно отдать должное, что мужская, что женская гонка получились просто классными по сценарию и триллера. Ну, давайте по порядку. Во-первых, у Ю-19, да, большая партия, большая пачка, и Егор Крупиков одним из лидеров, как всегда, закончил плавательный этап, Александр Тен позади него, плюс представитель Туркестанской области и города Шымкента. В общем, была хорошая группа, и пилотон составлял 7-8 человек, и видно было, что представители Алматы пытались разыграть командную тактику, да, но, к сожалению, после одного из рывков Егора Крупикова, как раз-таки человек, на которого делался результат и на которого делалась ставка, Данил Породнов, не сумел зацепиться, немножко проморгал этот эпизод и вывалился из этой группы. Ну, а дальше уже на беге Александр Тен и Егор Крупиков, собственно говоря, отработали дружно по командному. Ну, не знаю, в общем, везучий, счастливый и, может быть, где-то немножко настойчивее оказался Егор Крупиков. Он стал победителем. Второе место досталось Александру Тену. Вот так, в таком порядке они и финишировали. Данил Породнов, кстати, стал лишь четвертым. Ильяс Алиев, представитель Акмолинской области, на третьей позиции. Вот такая тройка пьедестала почета. Дальше Ильяс Алиев, да, это я немножко перепутал, это категория Ю-23. Что дальше? У девчонок вообще получилась классная гонка. Милена Саприна, представительница Алматы, здорово отработала плавательный этап. С вело у нее, видимо, есть какие-то трудности, и пока, может быть, она не так дружит с железным конем, потому что вот эти 1,5 минуты, 2 минуты от группы преследователей, которые после плавания сократились фактически до 30-40 секунд. Здесь нужно Лисан Савченко отметить, потому что представительница Восточного Казахстана очень здорово отработала на велоэтапе, практически не сдавая смены. Первым колесом
привезла эту группу к лидеру гонки. Ну а дальше очень грамотно тактически воспользовалась этой ситуацией Ева Пинчук, представительница города Нур-Султан. Очень здорово провела беговую программу, преодолев быстрее всех эту дистанцию. Она в итоге и сумела не только сократить отставание от Милены Саприной, но и на финишной прямой ее опередить. Таким образом, Ева Пинчук первое место, Милена Саприна вторая строчка, Хафиза Гультураева на третьей позиции расположилась. Что дальше? Дальше у нас, как я и обещал и говорил, Ю-23 суперспринт. У девчонок Бекмагомбетова и Озерова долгое время соперничали друг с другом, но постепенно Бекмагомбетова на велоэтапе стала отъезжать от своей попутчицы, и это привело к тому, что Бекмагомбетова фактически в одиночку финишировал уже после беговой программы. Третья строчка досталась Аружан Манжовой, представительнице Туркестанской области. У ребят было немножко, может быть, повеселее в этом плане, потому что интрига практически была на каждом этапе. Ярослав Манжов захватил лидерство, долгое время на велоэтапе лидировал, причем свое преимущество потихоньку наращивал. Ближайшими преследователи были Алихан Абусиит и Даниил Зубцов. Они старались вовсю подъехать и докатить до Ярослава Манжова, но тут где-то, может быть, фортуна вмешалась, да. В общем, Ярослав Манжов на одном из последних поворотов не сумел технически справиться с ним. В итоге падение, повреждение бедра, повреждение руки, что привело к тому, что он потерял вот это все драгоценное время, растратил преимущество, плюс долго поднимался, повреждение байка, ну и как результат с трудом закончил велоэтап, закончил гонку, но на четвертой позиции. Ну а победителем гонки стал представитель Костанайской области Даниил Зубцов, Алихан Абусиит на второй строчке, и вот как раз-таки Ильяс Алиев из Акмолинской области стал третьим на этой дистанции. С чем, собственно говоря, и поздравляем и призеров, и победителей первого соревновательного дня. Что касается второго, то там уже, напомню, этап Кубка Тимир Адам, третий этап Кубка Тимир Адам, категория Age Group, категория Pro. В общем, было весело абсолютно в каждой дисциплине. Нужно отдать должное, что я бы сказал, что, как всегда, заруба в Age Group получилась за абсолют, что у девушек, что у мужчин, ничуть не хуже, а может быть даже и временами лучше, чем у атлетов категории Pro. Дарын Каназбаев, как всегда, плавание, да, не его конек, не его родная стихия, но, тем не менее, отставая на 50 секунд, сумел Каназбаев вернуться и достать группу лидеров. Егор Крупяков, Александр Тен вместе с Кириллом Рожковым задавали темп на велоэтапе. Дарын Каназбаев сумел к ним переложиться, и этот квартет приехал в транзитную зону вторым вместе, а там уже Каназбаев снова продемонстрировал свое умение здорово проходить транзитные зоны. Что первая, что вторая, это прям образцово-показательно. Лучшее время среди всех атлетов, которые соревновались за 2 дня. Но и дальше беговая программа. Вот тут было видно, что уже Каназбаев себя не экономил, не сдерживал и просто с первых метров начал убегать от своих конкурентов, вследствие чего стало преимущество в порядка 30 секунд над человеком, который финишировал на второй строчке. Им стал Александр Тен, второй подиум, второй пьедестал почета за 2 дня. Напомню, что буквально неделю назад Александр Тен стал триумфатором Кубка Европы в Польше. Ну а на третьей позиции, вот здесь было немножко неожиданно для меня, Кирилл Рожков сумел Егора Крупякова опередить на этой дистанции. И было удивительно и приятно смотреть на то, что Кирилл Рожков именно во второй день чувствовал себя более лучше, более подготовленный. И даже сказалось, что такое ощущение, что сил сэкономил гораздо в разы больше. В общем, результаты у ребят во второй день получились намного, ну, может быть, не у всех, но, тем не менее, был прогресс по времени. Соответственно, у кого-то был прогресс по местам, ну, а кто-то показал стабильные результаты за 2 дня, да, как Александр Тен. В принципе, каждый, да, за 2 дня, что Каназбаев оба первых места, у Рожкова третьи 2 места и Александр Тен оба вторых места. В общем, вот такая стабильность получилась. Причем, напоминаю, что люди представляют разные категории, да, возрастные.
Вот такой формат про гонки. Что касается девушек, то тут снова Надежда Бекмагомбетова, но тут сценарий немножко получился другим. Юля Озерова, именинница, которая, собственно, свой день рождения вот так вот на рабочем месте отмечала его. Первая закончила плавательный этап с небольшим преимуществом. Бекмагомбетова чуть позади, ну и Дарья Бычкова была на третьей позиции. Представители ERG Team в итоге объединились на велоэтапе и в дальнейшем просто отработали до второй транзитной зоны. Там уже Бекмагомбетова шансов не оставила для Юли Озерова. Единственная представительница школы триатлона World Class Алматы Дарья Бычкова осталась на третьей позиции. У Age Group получилось потрясающая заруба. Максим Мазур возглавил группу после плавательного этапа, причем было у него солидное преимущество над вторым человеком Павлом Артюшенко. Ну и третье, выпал из воды представитель Iron Казахстана Сергей Бондаренко. И вот тут, конечно, главная борьба была между двумя клубными системами, да, Nomad 3 Club и Iron Казахстан. Сергей Васильевич Бондаренко после первой транзитной зоны потихоньку, шаг за шагом приближался к Павлу Артюшенко. Потом в какой-то момент они объединились, уже поехали вместе, и их дальнейшая задача была как можно быстрее и за то отведенное время, за эти 20 километров оставшиеся, отыграть вот это отставание от Максима Мазура. В итоге потихонечку, постепенно у них это получилось. Максим Мазур имел преимущество в 15 секунд после второй транзитки над парой Артюшенко-Бондаренко, но тут отдать должное. Сергей Бондаренко сумел просто идеально отработать и воспользоваться небольшой помаркой Павла Артюшенко в транзитной зоне. Как следствие, Сергей Васильевич просто с места рванул, словно для него это только началась гонка. Он сначала достал Мазурова, затем сумел от него убежать, ну и в гордом одиночестве закончить эту дистанцию триумфатором не только в своей возрастной группе, но и в абсолюте. На второй позиции представитель Nomad 3 Club Павел Артюшенко и на третьей Максим Мазур. У девушек там, наверное, если брать исключительно абсолют, то тут нужно отдать должное представительницам Nomad 3 Club. Инна Вишнякова и Анур Кумарова вместе, практически вместе выплыли и закончили плавательный этап, затем отработали транзитную зону, ну и вот уже на велоэтапе поменялись позициями. Анур Кумарова вышла на виртуальную первую строчку и дальше больше с этой позиции не расставалась. Так, Айнур Кумарова и финишировала первая за 1 час 18 минут и 18 секунд. Что касается второй и третьей строчки, то тут представительница Мирон Триатлон Тим Светлана Дымовских из Павлодара сумела за время велоэтапа и беговой программы отыграть преимущество и отставание Инны Вишняковой и все это в свою пользу завернуть. Инна Вишнякова на Nomad 3 Club финишировала на третьей позиции. Собственно говоря, с чем мы и поздравляем девушек, которые провели вот эту потрясающую классную гонку. Также определены победители в каждой возрастной категории. Поздравляем, во-первых, тех, кто впервые принимал участие на этапах Кубка Тимир-Адам и кто впервые вообще принимал старт на этапах под эгидой Казахстанской Федерации триатлона. И в дальнейшем, конечно, желаем только прогресса, роста как географического, да, потому что такую возможность дает КФТ, так, в принципе, и роста спортивного. Следующий этап, следующий старт – это уже Бурабай. Следующий, четвертый этап Кубка Тимир-Адам пройдет именно там. Ну и ожидаем потрясающую, классную борьбу. Но и по неофициальной информации, вот очень известные люди подъедут на этот этап, люди, которые были триумфаторами прошлого сезона. Хочется верить, что так и есть, потому что я думаю, Павел Артюшенко и Сергей Бондаренко будут только рады видеть Евгения Азарева. Вот такие результаты Салаколя, Акши, Алматинская область, Кубок Тимир-Адам, чемпионат Республики Казахстана по триатлону. От казахстанской кухни переходим к мировой, а точнее, наверное, к британской кухне, если можно так сказать, потому что все мировое сообщество приковано было к мировой серии, которая проходила в Лидсе, как я для себя называю неофициальной столицей
триатлона вообще во всем мире. Ну, не знаю, мне так, по крайней мере, кажется. Мужская и женская гонка, вроде бы, на первый взгляд, да, сама по составу гонка получилась просто потрясающей. Но для нас она была вдвойне важна тем, что Екатерина Шабулина впервые за долгое время представляла Казахстан на этой мировой серии. И мы, конечно же, переживали и болели за Катю. И нужно сказать, что первый экзамен она выдержала достаточно достойно. Никто не ожидал от нее каких-то сверхрезультатов. Многие по разговорам, и в частности о своем мнении скажу, что и я лишь только хотел, чтобы Екатерина Шабулина стартовала и закончила эту гонку и показала, ну если не максимум, то то, на что способна. Во-первых, нужно понимать, что буквально неделю назад как она, так и многие представительницы Японии, которые были на этой мировой серии, были представлены, да, и соревновались на чемпионате Азии. И вот здесь они уже спустя неделю после этих перелетов, после смены нескольких часовых поясов уже соревновались в лице на спринтерской дистанции. Погода, конечно, заметно отличалась от корейской, но тем не менее Екатерина Шабулина закончила гонку на 50-й позиции. Ну, это тот результат, на который, собственно говоря, мы сегодня и заслуживаем. Нужно отдать должное японским представительницам, потому что вот если получилось неделю назад с ними практически на равных, да, и уместиться в тройку, то вот здесь все японки оказались практически выше Екатерины Шабалиной, кто-то на 38-й позиции, кто-то на 45-й, и, в общем, вот так, вот так, вот так. Ну, а что касается самой гонки, то получилась она очень удивительная. Лидер менялся после каждого этапа. После плавания образовалась первая пачка, группа лидеров, затем было еще 3 примерно такие же группы, которые преследовали и пытались переложиться к лидерам. Но по тем или иным причинам у кого-то получилось, у кого-то нет. Победительницей женской гонки стала француженка Кассандра Богран, которая сумела, во-первых, очень ровно провести велоэтап и, конечно, показала чудеса мастерства на беговом этапе. Ее время на беге было 16 минут 10 секунд. Это лучшее время за весь день, несмотря на то, что она имела отставание после плавательного этапа, и ей пришлось на велоэтапе тоже добирать. Второй стала представительница Великобритании Джорджия Тейлор Браун, ну а третье место Софи Колдуэлл из Великобритании. Отдам должное, что Тейлор Спилвей, которая шла на первой позиции, закончила четвертую гонку, ну а Бет Поттер на пятой позиции. Еще одна личность, за которой мы следили, да, Флора Даффи вот эту гонку, ну, не то чтобы провалила, но, в общем, себя никак не показала. После плавания она еще была на виртуально третьей позиции, но после вело и после бега все ниже, и таким образом даже в десятку не уместилась Флора Даффи. У мужчин не обошлось без приключений и конфузов в транзитной зоне, да, там кто-то проезжал мимо и, в общем, ошибался, и таких тоже хватало. С тем, чтобы правильно посчитать круги, да, как говорится, за что были и там и наказания, и пенальти-боксы, и все по полной программе. Победителем стал представитель Новой Зеландии Хайден Уайлд. Он показал время 53:18, при этом снова вот показательно, что победитель гонки показывает лучший результат на беге. Тут, наверное, уже ничего удивительного нет. 14 минут 11 секунд на 5 километров. Потрясающий темп, потрясающее время. Луи Барге из Франции стал вторым, ну и на третьей позиции Ласса Люрц из Германии уместился. Была возможность у Васко Вилаца из Португалии оказаться в тройке пьедестала почета, потому что он здорово преодолел и плавание, и велоэтап, но вот, к сожалению, на беговой программе продемонстрировать себя не сумел. Удивительно, что на британском этапе, да, ни одного англичанина в тройке. Вот, наверное, тоже удивительный фактор для британского триатлона. Вот такие итоги в Лице. Нужно сказать, что на следующий день проходила эстафета смешанная в формате 2 парня, 2 девушки. И если первый этап еще получился как-то по групповому насыщенным, то с каждым последующим левелом уже все меньше и меньше группы состояло. В итоге после транзитной зоны последней было тройное лидерство Бельгии, Германии и, дай бог памяти, по-моему, если не ошибаюсь, Франции. В итоге француженки сумели
как бы уместиться, да, на этот подиум, но лучше всего отработала на беговом этапе и представительница Германии, и Германия стала победителем в эстафетной гонке, что там тоже хватало на таких необычных результатах. Вот что значит ровная, достойная команда и, опять же, очень хороший финишер. Вот такие результаты мировой серии в Лидсе. Лаура Филипп стала триумфатором Айронмена в Гамбурге, и причем нужно сказать, что чуть-чуть ей не хватило для того, чтобы обновить мировой рекорд, а если быть точнее, 7 секунд не хватило, чтобы показать лучшее время. Она сохранила свой чемпионский титул Европы Айронмена в Гамбурге и пришла в пределах 7 секунд от рекорда Криси Веллингтон 2011 года. Представляете? Тогда результат был 8 часов 18 минут 20 секунд. Вот такие цифры. Филипп финишировал с результатом и опередив на 18 минут, занявший второе место Челси Садара из США. На третьей строчке закончила Мано Гарнет эту гонку. Ну и отдать должное, что называется, с первых минут и с первых секунд этой гонки плавательного этапа Лаура Филипп, может быть, не выделялась, но затем на велоэтапе отработала просто потрясающе, показав одно из лучших времен. 4 часа 31 минута у нее ушла, и это действительно позволило ей не только сократить отставание, но и плюс, наверное, вот этот весь задел и сформировать. На беге у нее время заняло 2 часа 45 минут, это тоже было лучше бегом. За счет этого Лаура Филипп сумела обойти свою соперницу. Ну и, в принципе, вот это преимущество с каждым этапом все росло и развивалось. В принципе, сомнений, наверное, не было никаких. Ну и я думаю, что Лаура Филипп приятно побеждать дома, приятно побеждать на глазах у родной публики. Вот так вот закончился Ironman в Гамбурге. Отправляемся на другой континент, на африканский континент, и там состоялся Кубок Африки. Причем удивительно он был тем, что он получился большим по объему в плане именно старт-листа. Что у мужчин, что у женщин. У мужчин вообще более 50 атлетов вышло на старт из разных регионов и из разных стран. И тут нужно выделить сразу же и отметить, что француз Натан Лесман стал победителем эту гонку, и причем заработал львиную долю очков в мировой рейтинг. На второй позиции стал австралиец Кай Уайлд и немец Седрик Остерхольд. Вот так вот закончилось. Если касательно самой гонки, у девушек победительницей стала представительница, если не ошибаюсь, Великобритании, которая показала лучшее время. Таня Нойберг эту гонку, немка точнее, да, немка, ну а второе и третье место Шена Уильямс и Барбара Декоинг. Вот в таком формате они закончили. Нужно отдать должное, что гонка сама по себе получилась, может быть, не столь яркой и зрелищной, да, потому что фактически группы лидеров, что у мужчин, что у женщин, сформировались сразу же после плавательного этапа, и в дальнейшем на велоэтапе и на беге каждый из победителей только сумел не просто где-то сохранить свое преимущество, а кому-то еще удалось чуть получше его показать. Также формат проходил там еще и у юниоров, и у андеров. Там тоже определились свои победители. Отдать должное, что вот у андеров среди девушек хозяйки трассы смотрелись более-менее уверенно, чем в предыдущих и в других возрастных категориях, в частности. Ну а так вот этим и запомнился Кубок Африки. И опять же давал хорошую львиную долю очков в мировой рейтинг. Так что вот можно было бы задуматься, да, на тему того, что, может быть, туда стоило съездить кому-то из наших, ну, как вариант. Но, опять же, добираться тоже непросто на самом деле. Ну, и состав участников тоже отличный и хороший. На американском континенте прошел так называемый кубок континентальный, региональный кубок развития по триатлону в Аматик Бэй. И нужно сказать, что как у мужчин, так и у девушек просто не было шансов и вообще других возможностей, как у хозяев показывать самые высокие результаты, что у мужчин, что у женщин. Мексиканцы показали свои лучшие результаты. Отмечу, что только вот в других возрастных категориях, в андерах, там до 19, до 23 лет, вот там где-то немножко пытались представители Венесуэлы, Парагвая
США и Бразилии себя продемонстрировать и показать, и им это действительно удалось, чего не скажешь об элите. Везде просто старались доминировать мексиканцы. Ну вот есть только женскую гонку, где немножко разбавила бразильянка. А так-то, в принципе, все прошло вот под диктовку мексиканцев. Совсем скоро там состоится еще один большой этап, Кубок мира, да, еще этап мировой серии. Так что я думаю, там вот мексиканцы готовят себя плавно к нему и будут хозяйничать по полной программе. Только там соперники уже будут на порядок выше. Даже любопытно посмотреть, как они сумеют вот на этой волне, возможно, даже и применив какую-то командную тактику, отработать. Вот такие были новости за эту неделю. Алаколь, Лидс, чемпионы Гамбурга в Ironman, региональные кубки в Африке и в Америке. В общем, постарались все самое интересное охватить за эту неделю. Всем большое спасибо. Не забывайте лайк, дизлайк. Ну и, конечно же, болейте на здоровье.